2 февраля в Казани вновь зазвучат сильнейшие оперные голоса, а взор зрителей усладят яркие костюмы и декорации. В Театре оперы и балета по традиции стартует уже 32-й международный фестиваль имени Шаляпина. Двухнедельные показы откроют премьерой оперы «Сивильский цирюльник» в постановке народного артиста России Юрия Александрова. О том, что ждет зрителей еще и есть ли билеты, им поведали сегодня на пресс-конференции. Загадочная огромная красная коробка и женское платье для Фигаро. Лишь малая часть сюрпризов, ожидаемых во время спектаклей в этом году. «Сивильский цирюльник» открывает не только череду постановок, но и задает тон и новое звучание известных сюжетов любви, предательства и борьбы за свое счастье. Хотя для полета фантазии время у режиссеров и костюмеров-декораторов было ограничено. На постановку, например, первой трехчасовой премьеры ушло всего 20 дней. Такой некий театральный ящик Пандоры, знаете, в котором хранятся костюмы, реквизит, вот этих 200-летней истории этого спектакля. И мы, исходя из ситуации, понимаем из этого ящика то, что нам нужно. Программу фестиваля в этом году составят 10 лучших постановок последних лет. Оперы Евгений Онегин, Риголетто, Аида, Турандот, Травиата и Кармен. Главные партии в спектаклях исполнят более 30 солистов из России, Украины, Германии, Австрии, США и Италии, которые поражают своим басом даже постановщиков. И, конечно, неизменные любимцы публики из труппы театра Татарского и Мариинского. Ахмед Агади, Владимир Мороз, Юрий Ившин, Светлана Смирнова и другие. В день рождения Федора Шаляпина на сцене прозвучит опера «Борис Годунов». Ожидаемым событием будет и концертное исполнение оперы «Порги и бес». Завершится программа 17 и 18 февраля гала-концертами с участием мировых звезд оперы. Во время фестиваля можно будет любоваться фотографиями прошлогодних фестивалей и спектаклей. В этом году исполнилось 140 лет Казанской опере.